Добрый день, Центр поддержки бизнеса и я приветствует вас. Сегодня мы поговорим об изменениях, которые стоит успеть зарегистрировать до конца года, о размере микрозаймов для бизнеса, который планируется увеличить втрое. МФО должны вступить в СРО до 11 января 2016 года. Грядут изменения в ликвидации юридических лиц. Минфин Российской Федерации дал разъяснение по порядку представления копий документов в ФНС. Давайте по порядку. С 1 января 2016 года вступит в силу изменения в Гражданский кодекс, а именно Федеральный закон номер 14 об обществах с ограниченной ответственностью и 129 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Рассмотрим некоторые, которые регламентируют государственную регистрацию изменений, связанную с изменением долей и уставного капитала организации. Согласно данным поправкам ожидается обязательное нотариальное заверение протокола общего собрания участников о принятии решения, связанного с увеличением уставного капитала компании, оферты участников компании при продаже доли, договора купли-продажи доли, части доли участнику общества при продаже доли по преимущественному праву выкупа, заявление участника организации при его выходе из общества и переходе доли общества. Таким образом, такое обязательное требование закона приведет к увеличению сроков подготовки документов на регистрацию изменений и дополнительному нотариальному расходу. 10 ноября 2015 года в первом чтении был принят законопроект, в котором речь идет об увеличении максимального размера микрозайма, предоставляемого микрофинансовым организациям до 3 миллионов рублей. Данное увеличение касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для физических лиц максимальный размер микрозайма остается прежним – 1 миллион рублей. Это связано с тем, что общий рост инфляции и рост затрат на бизнес увеличился более чем в 2 раза. Соответственно, и выросла потребность в кредитовании малого бизнеса. В пояснительной записке к данному законопроекту говорится, что эти изменения позволят предпринимателям развить свой бизнес, открывать новый, реализовывать новые проекты, модернизировать производственную сферу, для которой необходимы значительные объемы инвестиций, что положительно скажется на экономике страны в целом. Согласно принятому федеральному закону о саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков, который вступит в силу с января 2016 года, членство в саморегулируемой организации для организаций, занимающихся микрофинансированием, будет обязательным. Саморегулируемая организация устанавливает требования к микрофинансовым организациям, которые являются кандидатами в члены СРО, и после представления пакета документов срок рассмотрения займет до 30 рабочих дней. Несоблюдение требования закона об обязательном членстве в СРО может привести к принудительной ликвидации компании через суд по инициативе Банка России или исключению из реестра микрофинансовых организаций. Поэтому рекомендуем работающим микрофинансовым организациям не оставлять вступление в СРО на последние дни, а начать заниматься этим сейчас, чтобы в установленные сроки обеспечить соблюдение всех требований. С 2016 года регистрирующий налоговый орган получит новые инструменты при рассмотрении документов ликвидирующихся компаний. Так, налоговики будут вправе продлить срок рассмотрения документов, представленных на ликвидацию юридического лица. Кроме этого, дополнены основания для отказа в регистрации при ликвидации. Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса налоговый орган не зарегистрирует ранее срока вступления в законную силу решения суда, если к ликвидируемой организации предъявлены требования окончания выездной налоговой проверки, в том числе рассмотрения, оформления материалов проверки и подготовки итогового документа. Регистрирующий налоговый орган обретает
предоставляет право принятия решения о приостановлении государственной регистрации при ликвидации организации, но срок приостановления не может быть более 1 месяца. Компания «Центр поддержки бизнеса» имеет большой опыт в ликвидации юридических лиц, применяя индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом особенностей его бизнеса и предлагает клиенту именно тот способ прекращения деятельности фирмы, который оптимален для его компании. В своем письме от 29 октября 2015 года Минфин подробно излагает вид и порядок предоставления копий документов налоговой инспекции. В основном данный порядок касается предоставления документов при проведении налоговых проверок, но также он используется при предоставлении документов по регистрации индивидуальных предпринимателей, создании обществ с ограниченной ответственностью и иных юридических лиц. Требования следующие. Рекомендуется сшивать не более 150 листов документов прочной нитью, концы которой выводятся на оборотную сторону и связываются. При сшивании документов необходимо обеспечить читаемость документа и возможность копирования его содержимого. Обязательно указание сквозной нумерации арабскими цифрами. При этом листом считается один бумажный лист, независимо от того, что печать на листе с 2 сторон. На сшивке должна быть наклейка размерами примерно 5 или 6 см с указанием на ней количества прошиваемых листов. На наклейке проставляется удостоверительная подпись уполномоченного лица с указанием его должности. Наклейка опечатывается печатью организации при наличии, которая должна охватывать и саму наклейку, и часть сшиваемого документа. Вышеуказанные требования по аналогии предъявляются ко всем документам из нескольких листов, представляемым налоговые органы. Среди таких документов устав юридического лица, договор аренды и иные документы. При этом некоторые налоговые предъявляют свои индивидуальные требования к оформлению документов. Для уверенности в правильности предоставляемых документов лучше всего обратиться к профессионалам. Специалисты компании «Центр поддержки бизнеса» помогут вам в правильном оформлении всей документации. Мы следим за последними изменениями в российском законодательстве. До встречи в Центре поддержки бизнеса.